В Петербурге во второй раз прошел международный кинофестиваль короткометражного кино «Время вспомнить» в сотрудничестве с Российским обществом знания. Кинофорум посвящен истории российского государства от истоков до наших дней и призван объединить людей разных возрастов и разных регионов. На фестиваль было прислано более 70 заявок. В конкурсную программу было отобрано 26 фильмов, среди которых и фильм производства телекомпании ТНВ. И сегодня мы делимся радостью. Наш холдинг и мои коллеги из программы «7 дней» Зуфар Давлетшин и Андрей Ключников стали победителями фестиваля. Для нас это особая награда. Победа в жанре документального кино дается нелегко. Город, рожденный царем-реформатором, первым российским императором. Город, который несколько раз кардинально менял ход развития всей страны. Город, который вдохновил Пушкина при жизни себе воздвигнуть нерукотворный памятник, который стал выше Александрийского столпа. Да и вообще, культурная столица, в которой по газонам не ходят, на них сидят, лежат, где движение по реке пора регулировать. Здесь появилось время вспомнить. Вам, Татьяна Михайловна, и 17 не дашь ведь. Судьба России через человеческие истории и судьба человека в истории страны. Об этом большинство фильмов Международного кинофестиваля «Время вспомнить». Время вспомнить свои корни. Понимаете, свои корни, свою культуру, потому что все-таки в свое время мы начали потихоньку забывать об этом. Но вот спросите у кого угодно на улице, помнит ли он своего прадеда, кто был его прадед, а кто был его прапрадед. В конце 30-го года по распоряжению Коминтерна Лилисаня снимают с должности и вызывают в Москву. Впереди его ждут целых 15 лет жизни на чужбине и преданная любовь русской девушки. Картина из Китая о русской девушке, вышедшей замуж за китайца, и про китайца, связанного с Россией не только любовью. Киноискусство, как здесь уже правильно было сказано, это тот вид искусства, который действительно доступен многим культурам и объединяет все народы, поэтому нам показалось, что это действительно очень интересный проект, и мы поддержали. Цветочек-то погибал совсем. Я его на Русь вынесла, он и зацвел. На Русь? Русью-то у нас всякое светлое место зовется. Что светло, то и Русь. Русый парень, русая девка, рожь русая. Фестиваль молодой. Появилось желание сделать фестиваль абсолютно внезапно. Может быть, на фоне всех вот этих вот событий, которые происходят. В какой-то момент я поняла, что у нас не хватает авторского кино, которое, знаете, про наши корни, про нашу историю. Человеку действительно, если он потерял свою память в обычной жизни, ему очень некомфортно. И вот мне кажется, что то же самое может быть, если не сохранять историю страны, историю города, вот в истории вообще в широком смысле этого слова. Большинство фильмов о трагических страницах истории России, гражданской Великой Отечественной войнах, голоде 20-х годов 20 века, блокаде Ленинграда, исчезающей памяти. В большинстве деревень, в которых они стоят, нет населения. За последние 10 лет 30 тысяч деревень не было. Это просто то, что мою жизнь перевернуло и сделало меня такой, какая я есть. Я думаю, что нельзя концентрироваться только на заброшенных храмах, потому что все-таки они же строились для людей, и их строили люди. Это наследие наших предков. Мы должны помнить просто о предках, потому что они же были здесь. И если бы не предки, нас бы не было. Вот Татьяна Михайловна, где нам встретиться выпало. Ваши губы опаловые до конца уже выпиты. Один из моих прадедушек, он погиб как раз в гражданскую войну. Его, собственно, жена осталась, воспитала сына потом дальше, в общем, все это пошло дальше. И мне всегда было интересно, как она себя чувствовала, когда в момент все потерялось. Среди участников режиссеры из Барнаула, Челябинска, Йошкар-Олы, Самары, Перми,
конечно, из Москвы, Санкт-Петербурга. Время вспомнить, кто мы, я думаю. Время вспомнить свою историю. Время вспомнить и ощутить себя в этом мире. И время помнить просто о том, что мы оставляем после себя. Нужно любить Россию, потому что каждый свое это вкладывает. И Россия для многих это совершенно разная. Татарстан был представлен одним фильмом производства телерадиокомпании ТНВ. Большая поддержка республики. Тут еще, печки привезли с гуманитарки нам, теплые вещи и так далее. То есть, прям, как сказать, курорт. У зрителей на лице то, что нельзя сыграть ни в документальном, ни в игровом фильме так искренне. Эти эмоции означают неравнодушие, сопричастность к героям фильма. Пытаюсь, как говорится, восстать из пепла, как птица Феникс, но пока не очень получается. И я хочу воспитать сына, и я очень хочу, чтобы он был на него похож. Когда на той стороне мы видим технику с крестами, мы, конечно, чувствуем себя освободителями. Вот этот весь бред, вот этот черноту, вот это все, вот это дьяволщина, вот это все, сатанизм, вот это нужно останавливать. Я думаю, что слова здесь излишние, поэтому просто хотим сказать большое спасибо за ваше чудесное выступление. Номинация «Лучший телевизионный документальный фильм». Победителем становится лента ЗВ-2 Зуфара Давлетшина. Добрый день, уважаемые друзья. Большая благодарность за ту работу, которую вы делаете. Сегодня таких лент, как я считаю, должно быть больше. Более 70 заявок было прислано, 26 работ отобрано. Среди них и документальные, и игровые от 4 до 50 минут. И все это о людях, о судьбах их страны. Самой историей все было переплетено и завязано в такой узел, который невозможно теперь ни распутать, ни разрубить. Мои предки на протяжении 2 столетий были военными и служили на благо России. Все, Татьяна Михайловна. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников. 7 дней. Санкт-Петербург. Впрочем, хватит.